Валентина и Владимир пытаются настроить приемник, чтобы поймать украинский канал. Говорят, иногда это выходит, но очень редко. Супруги живут в маленьком поселке около станицы Луганской. Рассказывают, украинского ТВ не видели уже 2 года. Смотреть приходится центральные каналы России и так называемых ДНР и ЛНР. Показывают Порошенко. Польша возлагает венок там погибшим. Ну, так наклонился, вы не видели? Наклонился и так нога. Говорят, дырявые у него носки. Такие мы новости смотрим. Чтобы узнать, как обстоят дела в Украине на самом деле, супругам приходится звонить знакомым в Чернигов или дочке, которая пользуется интернетом. Да, и на базаре. Каждый день на базаре встречаются, меняются новостями, кто кого обстрелял, какие в Украине новости. Поставить спутниковую тарелку дорого, около $100, а пенсия всего 60. Вот и приходится смотреть только то, что показывают, а потом проверять, правда это или нет. Опять вот Донецк показывают обычно, вот Новороссия или что там показывают. Ну, как это, театры работают, все хорошо. У них театры, да, Новороссия, цирк работают, все, да, у них все нормально. театры. В Министерстве информационной политики говорят, проблема решается, правда медленно. Так как украинские трансляционные вышки захвачены сепаратистами и перенастроены на российское ТВ, а украинский эфир глушат, то нужно строить ретранслятор. Но денег на это правительство не выделяет. Для того, чтобы начало вещать украинское телевидение, мы должны построить в этом месте новую вышку, там, где у нас белое пятно. Мы отстраиваем вышку на Карачуне, чтобы закрыть север Донецкой области. Вышку на Донецк мы даже не начали строить. Вышку на Луганск нам пообещали партнеры. До конца 3-го квартала мне обещают ее поставить. А пока в министерстве обещают, что вот-вот жители Луганской и Донецкой областей услышат украинские каналы, сепаратисты продолжают рассказывать свою правду. Ольга Конченко, Илья Никонов. Настоящее время. Луганская область.